камнепад небывалый. Харачой родился Абрек Зелимхан, и гроза всей державы внимала. Волчица щенилась под песню ветров, и рыскал барс по волнам. Мужал Зелимхан, сердце билось волной, в нем месть за народ закипала. И четверти века хватило ему, чтоб в шоке держать всю державу. И был он грозою страшно тому, кто делал на горцев облаву. И молнией горе блеснул на горах, в тюрьму их отцов посадили. Больших унижений настала пора, весь род его очернили. Хлебнув горе жизни, он бури сумел и выбрал дорогу Абрека. И пыл его сердца уже не остыл на вздыбленном стремени века. Отец мой, не будем здесь долго сидеть, мы стены тюрьмы подкопаем. И вот уж аул разносится весть: Зелимхан на свободе гуляет. Кровавая бойня на рынке Чечни, и слухи о ней забродили. Тем зверством все были поражены, где 27 горцев убили. На утро друзей Зелимхан всех собрал, состав гудермес грозный встретил. Мундиры одетых он с поезда снял, и 27 пулей пометил. Хвостов и Вербицкий, смеясь, говорил: Абрек у меня уж в кармане. Но вот он записку его получил: сегодня я буду в Кизляре. Я деньги из банка хочу нести, меня там ты встретить можешь. И если ты хочешь мундир свой спасти, ты встречей себе же поможешь. Вино на балу все легко и лилось, но гром прогремел созваный. Ограблен в Кизляре действительно банк, с полковника сняли погоны. Ограблен в Кизляре действительно банк, с полковника сняли погоны. Семья Зелимхана подастся в бега. Абрек посылает прощение. Услышав отказ, тогда Зелимхан готовит
Напуган полковник поступком его, семью назад возвращает. И помня погоню на Цунжей мост, кольцо вражьей силы все уже, и встал на коне Зелимхан во весь рост и прыгнул с моста прямо.